сожалению, я вынужден был погрузиться в эту историю, значит, хотя в этом было мало приятного. Ну, смотрите, первое. Я считаю, что нет и не может быть проблемы в самом факте работы российских специалистов на территории Абхазии. Так же, как нет и не может быть проблемы в самом факте работы абхазских специалистов на территории России. Вопрос, как они работают и что они делают. По отношению к этим конкретным политтехнологам, я считаю, что они бесспорно нарушили законодательство Абхазии. Не вызывает ни секунды сомнений. Очень жаль, но это так. Значит, при этом нарушили, на мой взгляд, не только законодательство, но и морально-этические нормы, и нормы гостеприимства. Знаете, такая вещь, когда ты в гостях, не надо путать, что можно хозяину, то нельзя гостю. И в этом смысле, будучи при всех законах кавказского гостеприимства, они налагают ограничения не только на хозяина, но и на гостей. Вот, к сожалению, эти россияне этого не понимали. И поэтому, на мой взгляд, раз они нарушили закон, знаете, есть вещи, которые требуют обсуждения, мы об этом говорили, дискуссии, обсуждения, а есть вещи, по которым нельзя торговаться. Вот, мы не можем дискутировать и торговаться о вопросах безопасности для России в условиях военного времени. Мы не можем ни с кем торговаться и дискутировать по поводу того, выполнять закон или не выполнять закон. Это невозможно. Тогда не будет никакого государства, потому что тогда мы сами не уважаем законы своего государства, а если мы не уважаем, кто их будет уважать? Поэтому я считаю, что меру их ответственности за нарушение закона должно определить следствие и суд, и они должны понести это наказание. А с точки зрения нарушения морально-этических норм, я согласен с выводом, который сделал президент Абхазии, о том, что эти россияне нежелательны впредь на территории Абхазии. Считаю, что это справедливо. С другой стороны, при всех их нарушениях это не может давать основания для физической расправы и самосуда. Потому что то, что их на протяжении часа избивали, этому не может быть никаких оправданий. Это граждане Российской Федерации. Россия всегда будет защищать своих граждан. Поэтому любой человек, который поднимет руку и применит насилие по отношению к гражданам Российской Федерации, будет нести ответственность по российскому законодательству. И думаю, что поскольку в Абхазии абсолютное большинство граждан Российской Федерации, это для жителей Абхазии не менее важно, потому что мы будем защищать так любого гражданина Российской Федерации. Поэтому абсолютно понятно, почему правоохранительные органы России среагировали и немедленно возбудили уголовное дело. У них тоже нет предмета дискуссии и обсуждения. Они не имеют права действовать никак иначе. Поэтому здесь тоже меру ответственности должно определить следствие и суд. И я не вижу здесь пространства для компромиссов, дискуссий ни в первом вопросе, ни во втором вопросе.